Посмотрите на то, как выглядит Саудовская Аравия из космоса. Ни намека вообще на растительность. Вот в этой части один сплошной песок, а здесь что-то похожее на камни и скалы. Но если в цифрах, то 95% страны это пустыни или полупустыни. И обратите внимание, в Саудовской Аравии вообще нет постоянных рек. А следовательно, что? Большие проблемы с пресной водой. И именно вода приведет саудитов к нефти и, как покажет история, к огромным деньгам. Но по порядку. 1930-е. Королевство Саудовская Аравия только появляется на свет. И это одна из беднейших стран в мире. Потому что вся здешняя экономика — это, по сути, вот три вещи. Сельское хозяйство. Ну, вы понимаете, какой у него размах в пустыне и без воды. Второе — торговля с соседями. Там действительно добывают золото, серебро, медь. И третье — паломники. Саудовская Аравия — это родина двух важнейших святынь исламского мира. Это города Мекка и Медина. И каждый мусульманин раз в жизни должен совершить хадж, приехать в Мекку. И, следовательно, 5 дней в году в королевстве случается массовый наплыв верующих. Но, по сути, это и есть все заработки экономики на тот момент. Король Саудовской Аравии понимает, что надо как-то вообще-то развивать страну и поддержать, например, то, что уже есть там. Сельское хозяйство. Но, напомню, ему не хватает воды. Ее-то воду и начинает искать советник короля, бывший британский дипломат и офицер разведки Джек Филби. В Саудовскую Аравию он приглашает еще и парочку американских ребят. 1500 миль они катаются по пустыням, бурят их, но воды не находят. Зато объявляют саудовскому королю, мол, сори, не добурились, но опыт нам подсказывает, не то мы ищем самодержец. В восточных районах Аравии такая земля, что 100% там найдется нефть. Действительно, чуть позже там откроют крупнейшее месторождение нефти в мире. Но тогда, в начале 30-х, на Ближнем Востоке вообще другие фавориты. Сначала нефть найдут в Иране, ее приберут к рукам британцы. Ну, потому что у них деньги, технологии и, естественно, сила. То же самое случится в Ираке в 27-м. А вот саудовскую нефть получат американцы. Почему? На то есть три причины. Первая. У Саудовской Аравии близко нет никаких технологий по добыче, раз они зовут американцев воду искать. Вторая. Банальная жадность британцев. Как вы поняли, у них на тот момент и нефти, и дел хватает в Иране и в Ираке. К тому же саудовский король вот сразу требует немаленькую сумму, 100 тысяч фунтов золотом. За еще, между прочим, вообще неразведанную нефть, потому что ее не найдут. Британцы готовы дать за такое дело только вот 10. А вот американцы согласны на больше. 35 сразу и золотом, через 1,5 года еще 20, а если нефть они все-таки найдут, еще 100 тысяч сверху. Ну и третья причина – политическая. Посмотрите на карту Британской империи. Она и так контролирует на тот момент Палестину, Ирак, Египет, Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман. Отдать им потенциальные саудовские запасы, фактически подарить британцам вот весь регион. И в итоге в марте 1938-го из первой саудовской скважины американцы начинают качать нефть. А через год довольный король лично поворачивает вентиль, и черное золото Аравии начинает растекаться по планете. А теперь посмотрите, что происходит в конце 1973 года. В западных странах кризис, на заправках нет бензина, деньги обесцениваются в 3-4 раза быстрее, чем обычно, растет безработица, экономики перестают развиваться. Что вообще происходит? Цена за баррель нефти вдруг резко взлетает с $3 до 12. Следовательно, моментально дорожает и бензин, а за ним все остальное. Перевозки, производство. Ну, короче, нефть тогда это незаменимая кровь мировой экономики. Причем здесь вообще Саудовская Аравия? Потерпите немножко, объясняю. 6 октября коалиция арабских стран нападает на Израиль. И он успешно обороняется, во многом потому, что его поддерживает кто? Правильно, США. Танки, самолеты, боеприпасы, все это Израилю поставляют американцы. Но при этом сами Штаты к тому моменту плотно сидят на арабской нефти. 20% всего того, что они покупают за границей, это как раз Саудовская Аравия. И они самые большие и влиятельные в ОПЕК. Кто не в курсе, ОПЕК — это организация стран-экспортеров нефти. В их руках тогда половина мировой добычи и 80% всех доказанных нефтяных запасов на Земле. Там в основном арабские страны и Ближний Восток. И они еврейское государство в гробу видали, как и всех, кто его поддерживает. А поскольку силой американцам они ничего сделать не могут, они просто запрещают покупать свою нефть США, Канаде, Японии и некоторым европейским странам, отчего цена на бензин улетает куда подальше от реальности. Но тут еще нужно понимать, вот как на тот момент выглядит весь американский автопром. Это огромные автомобили, которые жрут топливо вот как не в себя. Ну вот, пожалуйста, самая продаваемая модель 1973 года в Штатах — Oldsmobile Cutlass. Минимальный движок у этого зверя 3,2 литра, а есть еще более прокачанные и популярные модели на 4 и 7,5. То есть такой зверь на 100 километров сожжет в районе 20 литров бензина. А теперь представьте, что происходит, когда цены на топливо подскакивают вот сразу в 2 раза. То есть, по сути, арабы вмажут тройным ударом по американской экономике, по ее главному символу автопрому и, как следствие, по всему американскому образу жизни. По фактам, в 1973 году Штаты производят 8,5 миллионов машин, только 10% из них малолитражки. Спустя 4 года таких малышей будет уже почти половина.